Впервые ВОЗ ставит под сомнение заявление Туркменистана об отсутствии коронавируса. Высокопоставленный чиновник ВОЗ поставил под сомнение заявление Туркменистана об отсутствии случаев заболевания ковид, заявив BBC, что вряд ли в стране не циркулирует вирус. Это распространяется по всему миру как пандемия уже почти 2 года, сказала ДР Кэтрин Смолвуд, старший офицер ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. С научной точки зрения маловероятно, что вирус не циркулирует в Туркменистане. Туркменистан – одна из немногих стран, включая Северную Корею, которые заявляют, что не имеют случаев коронавируса. Данное высказывание ДР Смолвуда – это первый публичный комментарий со стороны ВОЗ, идущий вразрез заявлению Туркменистана. До недавнего времени организация повторяла заявление Туркменистана о том, что в стране не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19, что вызвало критику со стороны независимых наблюдателей и СМИ. Аналитики считают, что официальная статистика Туркменистана по коронавирусу ненадежна. Одной из причин был крайне репрессивный, автократический характер правительства, сказала Рэйчел Дёнбер, заместитель директора отдела по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch. По ее словам, правительство Туркменистана имеет долгую историю сокрытия данных и долгую историю наказания людей, разоблачающих правду. Некоторые сомневаются и в том, может ли ВОЗ помочь эффективно отреагировать на кризис без надежных статистических данных, таких как количество случаев заболеваемости. Айнабат Ейлымова, основательница Саглик. Орг веб-сайта, пропагандирующего санитарную грамотность населения на туркменском языке, сказала, что, храня молчание о количестве случаев, ВОЗ разрешает государственную пропаганду пандемии. Это не научно, сказала Гжа Ейлымова. Вы не сможете справиться с проблемой, если не можете ее измерить. Критики также обвинили власти в манипулировании должностными лицами ВОЗ и сокрытии от них доказательств пандемии во время их визита в июле 2020 года.